Хлопзеку хатырску ателехопшра. Хара хакуп ишяшу ицо айфираджа. Апса телехопшра яцнацует апснижлар рейзера депутатрах и кандидатша рыкукаларака Щербара. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Абхазское телевидение в прямом эфире. Мы продолжаем теледебаты кандидатов в депутаты Народного собрания. И сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты от 23-го Гумистинского избирательного округа. Левон Миружанович, извините, пожалуйста. Левон Миружанович Галустян и Артур Борисович Чичмелян. Здравствуйте, уважаемые кандидаты. Здравствуйте, Ирина. Хочу напомнить, что последовательность и день выхода в эфир определила Центральная избирательная комиссия методом жеребьевки. Итак, я хочу напомнить также телезрителям, что вы можете принять самое активное участие в теледебатах. Можете присылать свои вопросы любому из кандидатов. Адрес электронной почты сейчас появится на ваших экранах. Также за прямым эфиром можно следить на всех социальных платформах и официальных страницах абхазского телевидения. Итак, переходим к первой части наших теледебатов. Сейчас приветственная часть. Телезрителям, вашим избирателям будет предоставлена возможность ознакомиться с вашими биографиями. После этого вам дается приветственное слово, в котором вы можете рассказать о своей программе, о том, почему решили баллотироваться в депутаты, или же осветить какие-то актуальные проблемы, вопросы. Итак, биография Левона Галустяна. Галустян Левон Миружанович родился 20 января 1980 года в Сухуме. Выпускник филологического факультета Абхазского государственного университета, специальность журналистика. Трудовую деятельность начал в 1999 году в редакции газеты «Республика Абхазия». С 2001 года работал в АГТРК. В 2002 году был призван в ряды вооруженных сил Абхазии, возглавлял пресс-службу Министерства обороны, имеет воинское звание лейтенант. В 2004 году избран в Сухумское городское собрание. С 2005 года работал на телевидении в Москве, затем был приглашен в Российское федеральное информационное агентство «Регнум». С 2009 года работал в редакции канала Абаза ТВ, являлся автором и ведущим рубрики «Опасная зона». С 2012 по 2017 годы депутат Народного собрания парламента Абхазии 5-го созыва по Гумистинскому округу номер 20. Депутатскую деятельность совмещал с работой в АГТРК, вел еженедельную передачу «Наше время». Окончил Российскую академию госслужбы и народного хозяйства при президенте России. В 2016 году был ведущим передачи Айзера на АГТРК. С 2017 года по настоящее время депутат Народного собрания Абхазии 6-го созыва. С апреля 2017 года вице-спикер парламента, член Союза журналистов Абхазии и Международной конфедерации журналистских союзов. Женат, отец 4 детей. Абзирушумас, Атарску Аюсша. Добрый вечер, уважаемые телезрители, Баревдзес. Свое выступление я хочу начать со слов благодарности всем жителям Гумистинского избирательного округа за поддержку, оказанную мне дважды, за честь представлять ваши интересы в Народном собрании, за дружбу и возможность сегодня с экранов телевизоров сказать вам всем огромное человеческое спасибо. По меркам истории 10 лет всего лишь миг, но для молодого абхазского государства это целая эпоха, насыщенная разными политическими событиями, многочисленными международными встречами, контактами, переговорами. Несмотря на все сложности, наша страна добивалась успехов, и мы шли вперед. Сегодня у нас у всех одна общая задача – продолжить строительство независимой республики, добиться широкого международного признания, стать самодостаточным и сильным государством. Уверен, что эти цели вполне достижимы, если каждый из нас на своем месте будет работать качественно. Насколько качественно работала наша команда, вы, уважаемые телезрители, определите 12 марта, придя на избирательные участки и сделав свой выбор. Скажу одно, мы были искренними и честными, старались не давать пустых обещаний и всегда откликались на просьбы рядовых граждан. Знаю, что многих из вас интересуют не результаты законотворческой деятельности, а решение конкретных бытовых проблем. Благодаря поддержке руководства республики и администрации Сухумского района наиболее сложные, наиболее важные проблемы были решены, сняты с повестки дня. Но, к сожалению, часть проблем продолжает оставаться актуальной. Сможем ли мы их преодолеть? Конечно, да, потому что мы все одна большая дружная команда. Дорогие гумистинцы, яштовцы, ачадарцы, личкопцы, за годы совместной работы со многими из вас мы стали настоящими друзьями.
Я очень дорожу этими отношениями и хочу сказать, что всегда готов быть рядом с вами. Спасибо за внимание. И табу дардзе. Спасибо, Ливон. Сейчас слушаем автобиографию Артура Ичмеляна и приветственное слово. Ичмелян Артур Борисович родился 25 мая 1983 года в селе Гумиста Сухумского района Абхазской АССР. Учился в 12-й средней школе города Сухум. С отличием прошел курс обучения на кафедре «Пожарная безопасность» при Сухумской средней специальной школе милиции. Выпускник Сухумского открытого института по специальности «Экономика и право». Прошел повышение квалификации в Государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москва. Имеет диплом Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. На данный момент продолжает учебу в адъюнктуре Академии Государственной противопожарной службы МЧС России на факультете подготовки научно-педагогических кадров. С 2002 года и по настоящее время проходит воинскую службу в Министерстве по чрезвычайным ситуациям на различных должностях. В настоящее время занимает должность заместителя начальника управления Государственного пожарного надзора МЧС. Женат, отец двоих детей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Прошу прощения. Хотел бы вам рассказать о том, почему я решил баллотироваться в качестве кандидата в депутаты в законодательный орган Республики Абхазия. Но изначально ко мне, обратилась группа избирателей, после чего, после долгих решений, для меня это решение было принято немного сложно. В итоге это решение принято, Конечно же, я принял это решение не совсем сразу. Намерен тесно взаимодействовать в случае моем избрании на законодательный орган, намерен тесно взаимодействовать с своими избирателями. Всю свою сознательную жизнь я проработал на государственной службе, и в дальнейшем приобретенные навыки, с учетом моего стажа работы, приобретенных каких-то навыков, готов дальше продолжать свою трудовую деятельность в высшем законодательном органе Республики Абхазия во благо процветания Республики Абхазия. Спасибо за внимание. Спасибо, Артур. Вы не использовали еще 1 минуту, которая вам была предоставлена. Но, надеюсь, наверстаете дальше упущенное. Итак, сейчас мы переходим к основной части наших теледебатов. Вот в этом ящичке специально подготовленные вопросы, утвержденные Центральной избирательной комиссией. Кто-нибудь из вас достает оттуда 3 вопроса, на ответ которых у вас есть по 6 минут. Я не знаю, кто достанет. Ирина, я знакомился внимательно с биографией Артура Борисовича. Я по воинскому званию лейтенант, Артур Борисович подполковник. И соблюдая воинскую субординацию, я так понимаю, что старший по званию должен это сделать. Так что... Все понятно. Вот я не как против. Хорошо рассудили. Я не против. 3, да, достанем? 3 сразу? 3, да, сразу 3 вопроса достаем. И на 3 вопроса вы отвечаете. У вас на это 6 минут. Насколько вы вопросов успеете ответить в рамках этих 6 минут, это зависит от того, как вы будете отвечать. Первый вопрос и сразу. Что нужно сделать, чтобы наш парламент работал на государственном языке? Кто будет отвечать? Давайте начнем. Мы перед эфиром договорились, что приветствие начинаю я, давайте ответы начнем на с вопросы. Артура. Что нужно сделать, чтобы как парламент... вы думаете, вот у нас, к сожалению, остро стоит, в республике проблема государственного языка. И что нужно сделать, чтобы парламент работал на государственном Необходимо к этому подойти, наверное, комплексно, Проблема абхазского языка на сегодняшний день стоит первоочередной задачей. К этому надо подходить, наверное, еще и с детских садиков, со школ. Потихоньку население должно интегрироваться с коренным абхазским населением, но на это нужно соответствующее время. Поэтому этот процесс, я считаю, немного долгий. Были приняты определенные законы в этом направлении, что с определенного периода все документообороты тоже будут проходить на абхазском языке. Но в соответствии с этим также в Конституции есть какие-то же определенные нормы, что наряду с абхазским языком
русский язык тоже как бы считается языком государственных учреждений. Процесс того, чтобы работал парламент на абхазском языке, наверное, нужно его планомерно к этому переходить. Соответствующе, наверное, нужно для этого делать программы, чтобы в дальнейшем мы уже пришли к этому пониманию. Давайте я зачитаю сразу остальные два вопроса, Да. чтобы вы ответили на них. Какие пути преодоления раскола общества возможны с вашей точки зрения? Ну, на мой взгляд, необходимо в первую очередь в процессе, значит, государства вообще сегодняшний день остро стоит вопрос, но не остро, идет бурное обсуждение вопроса о том, что по поводу, значит, государственного управления, да, передачи полномочий от президента, разделение, значит, полномочий президента и законодательной власти. В этом контексте я хотел бы сказать, что с учетом вот этих вот, значит, преобразований можно будет достичь какого-то результата в расколе общества. То есть, бурно обсуждаясь вопрос, этим занимается комиссия, да, при президенте по, значит, вопросам реформирования Конституции. Я думаю, что это будет способствовать именно тому в итоге, что эти расколы в обществе, они могут принести, конечно же, эта комиссия, работа, принести к общему балансу, как в политической части, так и в общем государстве. Значит, вы выступаете за реформу Конституции? Я думаю, да, что это бурно обсуждается, это, конечно же, нужно, наболевшая тема. По результатам, конечно же, комиссии будут уже приняты соответствующие решения. И следующий вопрос. Какие избирательские цензы возможны для формирования профессионального парламента? Ну, на мой взгляд, необходимо, конечно же, в первую очередь ценз – это образование и определенный стаж работы на той или иной должности, желательно, наверное, государственной службы. Не считаю, что есть определенный ценз в возрастной категории, но человек, который идет в законодательный орган, естественно, он должен иметь определенный стаж работы, определенные навыки, уметь должен работать с нормативно-правовыми актами, с нормативными документами, иметь понимание вообще о государстве, о государственном строении. Я думаю, что это самые основные такие параметры, которые вот необходимы для кандидата в депутаты. Включение каких-то дополнительных цензов вы не считаете необходимым? Ну, на мой взгляд, образование, компетенция, да, и вот то, что в итоге может привести, наверное, к положительному результату, положительной работе парламента. Ну, у нас еще есть 2,5 минуты. Мы можем еще на один вопрос ответить. Достаньте, пожалуйста, еще один вопрос. Прошу прощения. И еще один вопрос, связанный с государственным языком. Что может сделать парламент для укрепления позиции государственного абхазского языка, на ваш взгляд? На мой взгляд, необходимо возобновлять работу, не возобновлять, а усовершенствовать работу именно с детских садов. Это принесет определенный, значит, положительный эффект в данном направлении. В школах необходимо пересмотреть, я прошу прощения, немного. Ну, может, паузу небольшую? Не, ничего, нормально. Я считаю, что необходимо как бы усовершенствовать программы школьного образования. И немаловажно, я думаю, что очень хорошо бы послужило бы, значит, развитию абхазского языка именно село. К сожалению, сегодня идет отток сельского населения в город. Вот эти вот, мне кажется, три основополагающие фактора будут способствовать укреплению абхазского языка. А существует ли такая же проблема вот у армян? Есть ли тенденция вот молодежи не владения своим родным языком? Есть, однозначно есть. Хочу сказать, что
То же самое у нас происходит. Дети идут в садике разговаривают на каком языке? На русском языке. Приходят домой, естественно, дети общаются на русском языке. Если ты с ними говоришь, допустим, на армянском языке, то, естественно, они тебе уже начинают отвечать на русском языке. То есть такая тоже проблемка. В общеобразовательных школах тоже, как и в абхазских школах, да, основной, значит, язык литературный, да, язык идет до 4 класса, потом вся программа уже проходит, значит, на русском языке. Поэтому вот основные такие Понятно. показатели. Ну, у нас еще минута времени. Еще один вопрос. Ну, давайте. Давайте. Миржаныч, я вам не оставил вопрос. Все нормально. Нет, Миржаныч Мы с тоже... удовольствием ответим на те, которые прозвучали. Понятно. Ну, этот один вопрос все-таки я озвучу. Как вы оцениваете состояние экономики страны? Какие приоритетные проекты или направления вы можете предложить в сфере экономики? Значит, естественно, существует ряд проблем в экономике страны, в экономике Абхазии. Приоритетными направлениями для развития экономики в Абхазии в целом, на мой взгляд, я считаю, значит, туристическую деятельность. Результаты показывают прошедших туристических лет, значит, положительную динамику, пополнение бюджета, значит, повышение экономических показателей. Немаловажное значение, особую часть тоже является сельскохозяйственная, значит, отрасль, скажем так. На мой взгляд, она может способствовать не только поднятию экономических показателей, но также может привести к укреплению, значит, территорий, да, регионов Республики Абхазия, трудоустройству людей, и, естественно, как бы и будет село заполняться, меньше будет оттока людей значит, в города. Понятно ваше мнение. Спасибо большое. Спасибо. Левон, ну теперь мы переходим к вам. Все те же самые вопросы. Я повторю, если хотите. Да, если есть такая возможность. Что нужно прислать. сделать, чтобы наш парламент работал на государственном языке? Какие пути преодоления раскола общества возможны с вашей точки зрения? И какие избирательства... Ирина, можно вас попросить, извините, что перебил, может вы зададите вопрос, я на него отвечу, хорошо. а мы Как будем вам последовательно удобно? идти. Как да. вам удобно? Что нужно сделать, чтобы парламент Республики Абхазия говорил на государственном языке? Я так понимаю, первый вопрос. На самом деле, вы знаете, очень важный и серьезный вопрос прозвучал, и поэтому банально отвечать на него не хочется, но ответ напрашивается сам собой. Нужно говорить на государственном языке, на родном языке. И, кстати, что касается Народного собрания парламента Республики Абхазия, то нужно сказать прямо, что предпринимаются соответствующие усилия, чтобы заседания сессии, рабочие совещания, которые проводятся в комитетах, проходили и на государственном языке. Вы знаете, что у нас установлено соответствующее техническое оборудование, которое позволяет переводить с абхазского на русский для тех депутатов, которые не владеют государственным языком. Как вы знаете, в Народном собрании Республики Абхазия в настоящее время находятся 3 депутата армянина, и для каждого из нас организован соответствующий перевод. Я хочу сказать о следующем. В 2007 году, когда был принят закон Республики Абхазия о государственном языке, к сожалению, нормативно-правовая база не до конца была совершенствована. И это имеет определенные проблемы. Могу сказать, что в 6-м созыве Абхазского парламента руководством Народного собрания были организованы курсы совместно с Госкомитетом по языковой политике. И должен сказать, что ваш покорный слуга активно принимал участие в работе этих курсов, и я должен отдать должное нашим преподавателям, которые очень самоотверженно, скрупулезно занимались нашим обучением, и должен прямо сказать, что определенные навыки по знанию государственного языка я приобрел на этих курсах. Считаю правильным и нужным продолжить эту тенденцию, эту практику. К сожалению, на каком-то этапе эти курсы были закрыты. Могу сказать еще об одном. Сейчас в стенах Абхазского парламента обсуждается возможность придать статус комитету по языковой политике. Вы знаете, что буквально несколько лет тому назад комитет по языковой политике оказался в структуре Министерства просвещения. Как говорят специалисты-языковеды, это решение было не совсем верным, и поэтому сейчас парламент уже направил соответствующие письма руководителям нашей страны
Мы рассчитываем получить ответ на эти обращения. Думаю, что в самое ближайшее время в структуре государственной власти у нас появится, точнее не появится, а возродится комитет, который всегда там находился. Вот. И вы считаете, что это будет способствовать Вы знаете, тому, что парламент будет говорить? Парламент и так сейчас говорит, скажем так, вы знаете, что спикером парламента 6-го созыва является человек, который много усилий приложил для, в том числе, популяризации государственного языка. Академик Валерий Еремеевич Кварча всегда нас напутствует на то, чтобы мы хотя бы приветственную часть на заседаниях сессии говорили на государственном языке. Пытаемся это делать, есть определенные объективные и субъективные проблемы, рассчитываем на то, что совместными усилиями не только парламент, но и другие органы государственной власти будут говорить на государственном языке. Но это очень планомерная и очень скрупулезная работа. Конечно, за один день эти вопросы не решить. Нужно достаточно системно подходить к тому, что происходит с государственным языком. А то, что нужно его оберегать, нужно его сохранять и нужно популяризировать, чтобы подрастающее поколение граждан независимой Абхазии знали государственный язык, это, конечно, очень важно. Мы к этому стремимся. Ну, не знаю, на заседаниях сессии парламента мы все время сталкиваемся с этой проблемой, что Сара, спикеры... Апса, Быша, Хучук, Исхой. Издерует. Шара, Ишхой, Дачищука, Иртахцама, Шажирам. И мы сталкиваемся с этой проблемой, что многие депутаты не хотят говорить и даже не хотят комментировать нам после заседаний на абхазском языке. Я не буду полемизировать с вами, вы на самом деле в данном случае констатируете давайте перейдем факт. к следующему вопросу. Какие пути преодоления раскола общества возможны с вашей точки зрения? Предваряя ответ на этот вопрос, я хочу сказать, что я являюсь сторонником того, чтобы все проблемные вопросы, которые существуют внутри абхазского общества, решались исключительно в стенах государственных учреждений, в парламенте, в администрации президента, в общественной палате. Вы знаете, что эта структура в последнее время предпринимает определенные усилия к тому, чтобы начать диалог, и нужно отдать должное членам общественной палаты за то, что они, конечно, взвалили на себя этот груз, и у них достаточно серьезно получилось сблизить позиции как представителей власти, так и оппозиции. И, пользуясь случаем, конечно, нужно сказать огромное спасибо за эту работу. Мы знаем, что были какие-то непреодолимые противоречия, но Общественной палате удалось наконец-то посадить всех участников за один стол переговоров. Вы знаете, я хочу, отвечая на этот вопрос, сказать, что президентом Республики Абхазия Асланом Георгиевичем Бжаня инициировано создание соответствующей платформы на базе администрации президента. Это соответствующий консультативный политический совет, который, к сожалению, пока еще никак не заработал, но мы, конечно, рассчитываем на то, что этот консультативный совет заработает, и представители всех политических сил, партий нашей страны сядут, наконец-то, и выработают концептуальные пути развития нашей республики. Но мы знаем, что в основном речь касается, конечно, противоречий по развитию внутренней жизни нашей страны. Что касается внешней политики, то любая политическая сила на территории Республики Абхазия декларирует и призывает к полноформатному и полномасштабному сотрудничеству с нашим стратегическим партнером Российской Федерации. Но что касается путей развития Абхазии внутри, то это вызывает определенные вопросы, но я считаю, что нужно обязательно воспользоваться инициативой президента, войти в консультативный совет и начать диалог. Только это позволит нам в дальнейшем смотреть друг другу в глаза и не на митингах и не на площадях решать какие-то вопросы. Понятна ваша позиция. Третий вопрос. Какие избирательские цензы возможны для формирования профессионального парламента? Вы знаете, в абхазском обществе активно обсуждается вопрос об императивном мандате. Я знаю, что и в эфире абхазского телевидения на дебатах этот вопрос звучит, кандидаты высказывают свою точку зрения по этому вопросу. Точка зрения есть и у меня. В принципе, я считаю, что при определенных возможностях можно этот императивный мандат ввести в абхазское законодательство. Вы знаете, что сейчас выборное законодательство не предусматривает императивного мандата. А что это значит для наших телезрителей, для наших рядовых избирателей? Это значит, что вы, уважаемые телезрители, вы, уважаемые избиратели, сможете отзывать своего депутата. Но вы знаете, тут нужно очень аккуратно подойти к этому вопросу. Все-таки скоропалительных решений, как мне кажется, принимать не стоит. Нужно взвесить все за и против, и только потом принять окончательно верное решение. И я считаю, что этот вопрос нужно обсуждать в том числе на уровне экспертов. Почему я так говорю? Все-таки я сторонник того, что депутат должен иметь определенные ограничения. Все-таки наличие мандата депутата
депутатского вовсе не означает вседозволенности, вот, какие-то ограничения должны существовать. И поэтому я считаю, что при определенных возможностях данную норму можно ввести. Но как она будет реализована на практике, вот в чем вопрос. То есть избиратели могут собрать определенное количество подписей, обратиться в Центральную избирательную комиссию, отозвать своего депутата. Какие механизмы мы должны выработать? И именно поэтому я хочу сказать, что в любом случае 100, 200, 300 избирателей, которые достаточно так негативно, скажем так, относятся к избранному депутату по тому или иному округу, всегда можно найти. И всегда это может стать каким-то инструментом давления на того депутата, который представляет их интересы в высшем законодательном органе. Левон, ваше время, к сожалению, закончилось. Я я просто еще не хотела вас прерывать. На этом наша первая часть завершена. Вернее, вторая часть, основная часть дебатов завершена. Через некоторое время мы продолжим. Итак, мы продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас мы переходим к той части теледебатов, где вы можете задавать друг другу вопросы. Есть ли у вас какие-нибудь подготовленные вопросы друг к другу? У меня никаких заготовок домашних нет, и поэтому... Заготовок нет. Ну, тогда мы, Я единственное наверное... хотел бы, может, продолжить отвечать на вопросы. Да, которые вы можете были. продолжить ответить на этот вопрос, а также ответить на те вопросы, которые вот Артур ответил в первой части в рамках своих 6 минут. А для Артура мы достанем тогда дополнительные вопросы из ящика, и у нас есть подготовленные вопросы редакции. Что касается цензов, вы знаете, есть еще мысли, которые я хотел бы добавить к ответу. В парламенте Республики Абхазия в 2020-2021 году как раз-таки очень живо обсуждалась вероятность того, чтобы внести изменения в действующее выборное законодательство. И вы знаете, тогда очень активно мы обсуждали эту тему, но до принятия конкретных решений дело не дошло. О чем шла речь? Речь шла в том числе о том, чтобы немножко повысить возрастной ценз для кандидатов в депутаты. Как вы знаете, сейчас он составляет 25 лет. Звучали разные варианты. Говорилось, что кандидатом в депутаты может быть лицо, достигшее 30-летнего возраста. Звучали предложения уравнять возрастной ценз для кандидатов в депутаты с кандидатом в президенты. Вы знаете, что сейчас по закону о выборах президента, главой государства может быть лицо, достигшее 35-летнего возраста, но не выше 65 лет. Вот. Эти вопросы обсуждались. Более того, мы принимали решение, вот в предыдущем вопросе речь шла о развитии и популяризации государственного абхазского языка. Такая норма тоже содержалась. Были соответствующие предложения, чтобы закрепить, чтобы Центральная избирательная комиссия не только собирала справки и регистрировала кандидатов в депутаты, но в том числе проводила экзамены, как для кандидата в президенты на знание государственного абхазского языка. Это что касается цензов. Я должен сказать, что парламент Республики Абхазия живо реагирует на те запросы, которые есть в нашем обществе, и данные запросы, они тоже были, и мы очень активно обсуждали возможность того, чтобы внести изменения. К сожалению, вопрос так и остался, условно говоря, на бумаге, на стадии обсуждения. Но я думаю, что к этому обязательно нужно вернуться. Как вы оцениваете состояние экономики страны? Какие приоритетные проекты или направления вы можете предложить в сфере экономики? Ну, вы знаете, я, наверное, не буду отличаться оригинальностью и повторю истину, которая звучит на протяжении всех послевоенных лет. Главным локомотивом экономики Республики Абхазия является курортная сфера и сельское хозяйство. К счастью, должен сказать, что, конечно, в последние годы наметилась тенденция, когда, прежде всего, российский турист, российский гражданин снова открыл для себя абхазские курорты. И нужно сказать, что в 2020 году в связи с известными событиями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, у нас наблюдался спад. Фактически курортный сезон стартовал 1 августа 2020 года. И, естественно, государственный бюджет, местные бюджеты не получили тех доходов, на которые рассчитывали мы. Но 2021 год, к великому счастью, он, конечно, оказался рекордным, беспрецедентным. Как говорят представители Министерства по туризму и курортам, несколько сотен тысяч российских граждан поправили свое здоровье и отдохнули на территории Абхазии. Что касается аграрного сектора, мне кажется, что и развитие туризма, и аграрный сектор, они должны идти в привязке друг к другу. К сожалению, так получается, что большая часть российских туристов ориентирована, условно
условно говоря, на российский рынок. В чем это заключается, в чем это выражается? Это выражается в том, что те или иные гостиничные комплексы, санаторно-курортные учреждения, они осуществляют закуп продуктов питания на территории Российской Федерации. И поэтому мне кажется, что нашему государству, конечно, нужно было активнее развивать перерабатывающую промышленность на территории нашей страны и активно стимулировать крестьян на то, чтобы они выращивали свою продукцию. Мне кажется, это можно сделать путем дешевых кредитов, длинных так называемых рублей. Мне кажется, что это вполне возможно. Сегодня, к сожалению, банковская система не может предложить таких возможностей, потому что по 24-36% годовых ни один сельский житель, сельский труженик не возьмет такие кредиты и не будет развивать переработку. Но есть у нас и другие удручающие факты. Например, не так давно был восстановлен завод по фасовке меда. Государству он обошелся в несколько десятков миллионов рублей, но, к сожалению, он простаивает. Он так и не начал свою работу. И поэтому я считаю, что мы должны привязать развитие курортной сферы исключительно к развитию агропромышленного комплекса. Слава Богу, тут непочатый край работы, непочатый край дел, потому что Абхазия всегда славилась своими качественными продуктами питания, своими качественными фруктами, овощами. Мне кажется, что это нужно обязательно делать. А что касается экономики, я хочу сказать... Ваше время вышло, спасибо большое. Артур, теперь мы переходим к вам. У нас есть подготовленные вопросы от редакции, так как вы уже на эти ответили. Какие наиболее значимые социальные, вот вы идете в парламент и будете заниматься законотворческой деятельностью, на ваш взгляд, какие наиболее значимые социальные проекты нуждаются вот в срочной реализации? На мой взгляд, необходимо в первую очередь такие проекты организовать, рассмотрение таких проектов, как помощь молодым семьям. На мой взгляд, это очень важно, потому что есть семьи, которые даже не имеют жилья своего, да, поэтому есть определенная программа, государственная программа. За этот год, значит, она была исполнена в порядке, по-моему, 40 миллионов рублей, было приобретено определенное жилье. Поддержка заключается не только в предоставлении жилья, но так и в других социальных выгодах, такие как социальные выплаты по рождению детей, значит, пособия. На мой взгляд, это самые такие приоритеты, которые необходимы для молодых семей. Вот эти вот вопросы надо будет как бы рассматривать первоочередно. Естественно, есть уязвимые слои населения, это пенсионеры, ветераны. Немаловажно туда тоже уделить должное внимание. Я думаю, что вот в этом контексте надо начинать, продолжать двигаться дальше, принимать соответствующие нормативно-правовые акты для улучшения социального обеспечения этих категорий граждан. Хорошо, спасибо большое вам за ответ. На этом наша вторая часть тоже завершена. И так впереди у нас третья, заключительная часть. Сейчас вам дается по 2 минуты для того, чтобы обратиться по 1 минуте. Я извиняюсь, по 1 минуте для того, чтобы обратиться к избирателям с словом. Начинаем с меня, Ирина. Да, начинаем с вас. Уважаемые избиратели Гумистинского округа номер 23, через 10 дней вам, как и другим гражданам нашей страны, предстоит сделать выбор. Знаю, что вы, как всегда, ответственно подойдете к этому политическому событию, потому что вы переживаете за судьбу своего села, района, республики в целом. С учетом сложной эпидемиологической обстановки, я прошу вас, приходя на избирательные участки, соблюдать все предписания врачей, все санитарные нормы. Уважаемые избиратели, сегодня вам обещают золотые горы, но я уверен, что вы будете голосовать не за красивые слова, а так, как вам подсказывает сердце. Впереди у Абхазии стоят новые амбициозные задачи. Наша страна должна стать территорией порядка и развития, и обязательно станет. Но для этого мы должны быть вместе и работать, не покладая рук. Наша команда к этому готова. Благодарю вас за внимание. И табу. Мерси. Сейчас вам слово. Уважаемые избиратели, 12 марта пройдут выборы в главный законодательный орган Республики Абхазия. От вашего выбора зависит будущее нашей страны. В этой связи прошу вас, обращаюсь к вам с просьбой, с призывом прийти на голосование и сделать свой выбор. Спасибо.
Ну, наш прямой эфир подошел к концу. После этого эфира в эфир выйдет моя коллега Сима Аргун. Спасибо огромное. Спасибо.